Добрый вечер. В эфире снова протрем очки. Обзор главных событий недели, точнее одного главного события. И вы скажете, что если никакой истребитель на аэродром в Воркуте никого насильно не сажал, то вроде и остальных событий-то о чем говорить, все остальное пресное. Нет, совсем не так. Было событие на этой неделе, которое вышло даже на федеральный уровень. И вы не поверите, оно снова связано с Колвой. Для начала небольшая цитата. «Мы гордимся, что наше поселение так называется. Нигде такого веселого названия больше нет. Люди говорят, что на церемонию вручения кубка ожидают президента России, чтобы он вручил награду лично». Я цитирую по агентству РИА Новости руководителя администрации села Мутный Материк города Усинска Константина Канева. И вы не поверите, но президент в село Мутный Материк приехал. Формируйте перечень вопросов. Только не надо связывать его там с сегодняшней ситуацией с нефтью. Перспективный, вообще перечень перспективный по селу. С тем, чтобы я посмотрел, во что это выливается. Чего головой качаешь? Каждый год даем. Мне? Меня ни разу не дали. Ну, значит, в Усинске пропадает где-то. Нет, давайте готовьте. Вот я, напрямую надо, напрямую. Я хочу вам сказать, что вы не то самое. Да какой Путин? У вас я Путин. Какой Путин вам? У нас Путин? Ну, а для вас Путин, конечно, а кто я для вас? Само событие, правда, относится к 17 мая, то есть формально не к прошедшей неделе. Но в паблик, то есть в информационные сети, оно попало 24-го, в понедельник. И именно эта запись, а не само событие, не сам приезд главы Коми в Мутный Материк, стала хитом недели, выйдя, как я уже сказал, на высочайший и официальный в виде пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и народный уровень в виде передачи Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Пескову пришлось комментировать главу Коми второй раз за неполный месяц. Песков вообще в последнее время превратился в Сергея Естржемского, пресс-секретаря при позднем Борисе Ельцине. Но одно дело комментировать президента, разъяснять, что он имел в виду, и совсем другое дело губернатора какого-либо региона, причем не Москвы, например, Сергея Собянина, и не Чечни Рамзана Кадырова, что иногда случается делать тому же Пескову, и это объяснимо. А губернатора Республики Коми, региона, удаленного во всех, в том числе и в информационном смысле. Я думаю, что ни Песков, ни сам президент на такое, как что называется, не подписывались. И если уж кто-то и может говорить о себе «я Путин», так это сам как раз Дмитрий Песков, ибо он является фактически его ртом. Так что это вышло и выходит уже чересчур. И есть мнение, что в Москве сделают соответствующие политические выводы. Какие? Отставка? Нет, это вряд ли. Досрочной отставки не будет, потому что Владимир Владимирович Путин не любит признавать своих кадровых ошибок и, по крайней мере, в обозримой перспективе не признает ее. Это может случиться через 1, максимум 2 года, если будет соответствующий и достаточно тихий информационный фон без вот этого скандального шлейфа. И что его точно не будет, это второго срока, о желании пойти на который Владимир Уйба заявил еще год назад. И встает вопрос о региональном списке «Единой России», во главе которого наметили как раз главу Коми. Я думаю, что политтехнологи очень ошибаются, делая такой выбор, потому что блатная манера общения и такое, скажем так, осторожное высокомерие в виде последнего высказывания в Мутном Материке, они контрпродуктивны. В конце концов, большинство избирателей в Республике Коми в составе Российской Федерации это не те же самые люди, которые жили в Коми СССР во времена СССР. Да и вообще, заключенные у нас в стране лишены активного избирательного права. Всего вам доброго. До следующих встреч.